Улица Жуковского в самом центре Казани. В полдень платная парковка переполнена. Для разгрузки существующих стоянок и улиц зону парковок в городе будут расширять. Они появятся на 9 участках. На улицах Чернышевского, Батурина, Фатиха Карима, Толстого, Щапова и Некрасова. Они будут рассчитаны на 230 дополнительных машиномест. Как говорят в мэрии, они появятся в существующих транспортных карманах или местах хаотичных стоянок. При выборе улиц учли обращения жителей и организаций. Ильсур Меньшин подчеркивает, платный паркинг – мера вынужденная. Она была введена для борьбы с заторами еще в 2015 году. В результате скорость движения смогли увеличить на 7%, а время проезда по улицам с парковками сократилось до 9 минут. Помним, что до введения муниципального паркинга до 2015 года творилось у нас по 2-3 ряда припаркованных машин, затруднительное движение. И, конечно, ситуация сейчас кардинально изменилась. Цифры налицо. Мы будем продолжать эту работу. И там, где загрузка невысокая, тариф надо регулировать. Сейчас в Казани 186 платных парковок. Они вмещают 8,5 тысяч автомобилей. Когда очень нужно быть на месте, допустим, по работе, да, это очень важная, нужная вещь. Были бы бесплатные, еще было бы лучше. Я заплачу лучше сколько там, 50 рублей, но место чаще всего есть и очень аккуратные дороги, поэтому в принципе я не против. Очень неудобно. Неудобное приложение. Тут смотреть надо, все непонятно. QR-код ты выходишь совсем другое, там инструкция идет. Нужно больше делать парковок, какие-то льготные дни вводить. В основном живу в Москве. В Москве, естественно, еще больше цены за парковки, но не знаю. Когда приезжаю сюда, на эти цены смотреть приятно. Ежедневной услугой парковок пользуются 110 тысяч человек, однако оплачивают ее только 11 тысяч. Остальные уезжают за 15 минут, которые бесплатные. В Казани час парковки стоит от 30 до 100 рублей. Сегодня исполком проанонсировал повышение и снижение цен на разных участках. На 20 участках загрузка достигает 95-100%. Это тот уровень загрузки, а водители вынуждены искать свободное место и, не найдя его, оставляют, как правило, транспортное средство с нарушением правил дорожного движения. Для перераспределения припаркованных автомобилей по зонам планируется корректировка тарифа за парковку на 24 участках, как в сторону повышения, так и снижения. Для борьбы с неплательщиками 3 года назад город пошел на кардинальную меру, начали блокировать колеса. С тех пор большинство исправно платят, некоторые успевают уложиться в бесплатные 15 минут. Продолжают выявляться, конечно, но это буквально единичные случаи. Мы все помним, до этого до 70-80 мест на муниципальных парковках были заняты автохамами, которые снимали номера, либо закрывали их, искажали. А теперь мы считаем, что это явление практически исключено на муниципальных парковках в Казани. Как сообщили в мэрии, в качестве альтернативы частному автомобилю в городе развивается каршеринг. Также доступны парковки для электромобилей. Рузаль Шарипов, Игорь Романов, ТНВ Казань.